Привет, Настя. Почему грустная сидишь? Пошли с нами кататься. Я не хочу. Почему не хочешь? Потому что то, на чем катаюсь я по асфальту, не ездит. А на чем ты катаешься? На коньках? Нет, я катаюсь на лыжах. Ну не расстраивайся. Скоро уже выпадет снег и будешь свободно кататься. Но я не хочу ждать, пока выпадет снег. Я хочу кататься прямо сейчас. Будет тебе сейчас. Здесь нам без карты не обойтись, я думаю. О, ведущий! Поехали! А 3D-турист отправляется в Ведучи. Карта может переместить только двоих. И в этот раз на машине придется ехать мне. Всего 70 километров отделяет меня от моих друзей из села Ведучи. Ну что, к друзьям, за приключениями. Я очень надеюсь, что время пролетит незаметно. Витя, а тебе не кажется, что с перемещением что-то не так? Да нет, мне кажется, все нормально. Абсолютно нормально. Вот это померещилось. Ох уж, это волшебная карта. Да-да. Ну что, пойдем прогуляемся? Кто не успел, тот опоздал. По дороге в Ведучи я решил сделать остановку в селе Зоны, которая известна горячим источником. Пахнет сероводородом. Это значит, что где-то здесь есть горячий источник. Говорят, что там даже можно сварить яйцо. Сейчас я хочу это проверить. Вода действительно горячая, теплая. С удовольствием бы искупался, да. Времени нет. Хочется попасть быстрее в Ведучи. Ну что, попробую сварить. Ну, мне кажется, оно уже сварилось. Будем пробовать, что получится с этого. Всем приятного аппетита! Ого! Источник оказывается еще и лечебный. Жители вспоминают, как благодаря этому источнику исцелилось множество людей. Бывали случаи, что больных доставляли к этому источнику на носилках, а после принятых водных процедур они вновь обретали здоровье. Но время совсем поджимает, и мне необходимо ехать. На этом склоне проходила презентация и открытие горнолыжного курорта Ведучи. В скором времени все любители зимнего спорта смогут здесь окунуться с головой в эту красоту гор. 27 февраля гостями презентации стали шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова, победительница в танцах на льду Марина Анисимова, рэпер Тимати, актер Никита Джигурда, а также другие звезды отечественного спорта и шоу-бизнеса. Основным местом действия стал естественный трамплин на горе, на котором свое мастерство продемонстрировали именитые горнолыжники, фристайлисты и сноубордисты, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и первенств Европы. Сотни прожекторов раскрасили живописные горные склоны и звездное небо над Ведучи различными цветовыми оттенками и световыми рисунками. Главными элементами декорационного оформления стали выполненная изо льда медаль с логотипом курорта и слово «Ведучи» из ледяных букв высотой 2,5 метра. Дорогие друзья, я рад вас поприветствовать на чеченской земле в горах Ведучи. Мы вас долго ждали. Наконец-то мечта нашего первого президента сбылась. Он хотел нас видеть со всеми нашими друзьями, со всеми национальностями, чтобы мы строили курорты, развивали спорт, образование. И, наконец-то, мы, команда нашего первого президента, выполнила его завет. Я очень рад вас поприветствовать и говорю вам большое человеческое спасибо от всего чеченского народа, лично от себя, от команды первого президента. В селе Тазбичи находится старинная мельница, которой больше 200 лет. И представляете, она реально работает. Мельница работает под давлением воды. У хозяина есть вот такой вот уникальный затвор. Вот, и когда нужно, чтобы вода поступила в мельницу, он его открывает. И вода проходит через эти ворота. Потом, если нужно воду перекрыть, просто вот так вот делаем. И вода направляется в речку. А сейчас мы посмотрим, как эта мельница выглядит изнутри.
Я хочу вам рассказать, как же здесь происходит помол зерна. Изначально жареную кукурузу засыпают вот сюда. Смотрите. Прямо подо мной находится вентиль, который под давлением воды крутится и заставляет вращаться вот этот вот камень. Его называют жернова. Также есть еще здесь такое интересное устройство, которое в сельской местности называют ялдобекарь. Вот. Он начинает действовать вот таким вот образом, с помощью которого кукуруза попадает под жернова и впоследствии превращается в муку. Затем вся получившаяся мука всыпается вот сюда. А из нее уже можно потом сварить вкусную кашу или покормить домашний скот. Как вам досталась эта мельница? Вы ее купили или она перешла по наследству? Да, она по наследству. Мой дед ее построил когда-то. Вот. Потом, после выселения, отец восстановил ее. В 2002 году это оползник, вода разбухла, все унесло тут. И потом нашими силами, силами района, короче, вот восстановили ее по новой. И она тоже достанется вашим детям? Должна. Посещают ли вашу мельницу туристы? Их так много с Москвы, кого тут нет. Вот 2 дня назад уехали отсюда, журналисты приезжали с Москвы. Им понравилось? Очень даже. Они мои гости, они каждый раз ездят ко мне. Гостят у меня, даже бывает с ночевкой приезжают. Благодаря таким людям, как Салах, мы можем пройтись по следам истории. Друзья, подъезжая к поселку Итум-Кали, я решил посетить Ушкалойские башни. Я остановился для того, чтобы посмотреть на знаменитые башни-близнецы. Раньше они служили укрытием для местных людей. А также здесь проходила дорога, и это был пропускной пункт. Так сказать, таможня тех времен. Возможно, там где-то притаился старый таможенник. У них только 3 стены, 4-й служит скала. От дороги башню отделяет мощный поток реки Чанты-Аргун. Башен по Чеченской Республике очень много, и большая часть из них служила сигнальной системой. Когда враг нападал, на вершине башни зажигали огонь, таким образом передавая сигнал остальным и предупреждая об опасности. Как здорово, что эти памятки архитектуры сохранились до нашего времени, и каждый желающий может посетить их. Эх, красотой этих башен я бы любовался часами, но главная цель моей поездки – это Ведучи, поэтому мы направляемся дальше. В Аргунском ущелье в древнем селе Ведучи ведется строительство горнолыжного курорта. Курорт будет располагаться на высоте 2850 метров над уровнем моря. Комплекс будет включать 19 трасс общей длиной более 46 километров, 5-звездочный гостиничный комплекс на 400 мест, небольшое поселение из 20 горных шале, выполненных в стиле традиционных национальных вайнахских башен. С учетом удаленности курорта от Грозного предусмотрено строительство мини-гидроэлектростанции и вертолетной площадки. Горнолыжный курорт Ведучи и его архитектурное решение уникальны и очень необычны. Они будут сохранять национальный колорит. Что ты знаешь о курорте Ведучи? Там курорт Ведучи. Там приходят спортсмены из разных городов. Здесь будут проходить спортивные соревнования. Срок целевой эксплуатации курортной инфраструктуры 285 дней в году. То есть курорт планируется сделать круглогодичным. Летом отдыхающие смогут покататься на велосипедах, квадроциклах, совершить конные прогулки, поиграть в мини-гольф и полетать на парапланах. Этот горнолыжный курорт войдет в топовую десятку европейских курортов с самыми протяженными трассами. Сейчас мы находимся возле дома хозяина мельницы. Прямо возле дома находится его родовая башня. На ней можно найти разные старинные петроглифы. Одним из таких является отпечаток кисти рук, направленный вверх. Это своеобразная подпись автора. Если башня была завоевана, то на ней высекали руку, направленную вниз. Наверх мы лезть не стали, так как говорят, что может развиться сильное головокружение. А я не люблю находиться в таком состоянии. Если бы я был принцем в давние времена, и мою принцессу заточил бы в эту башню злой злодей, то, глядя на ее высоту, я бы не стал ее спасать. В поселке Итум-Кали, который находится совсем близко к горнолыжному курорту, я увидел замок 12 века, в котором находится вот такой вот прекрасный краеведческий музей имени Хусейна Исаева. Здесь хранится старинное оружие, предметы быта, орудия труда.
керамические изделия и разные интересные вещички, которым более 100 лет. Еще я обратил внимание, что в музее есть камни с изображенными на них петроглифами. Здесь каждый посетитель может узнать подробнее, как жил чеченский народ. Сотрудники музея специально для вас организуют и проведут необычные, увлекательные экскурсии по самым интересным и красивым местам этого комплекса. Скажите, пожалуйста, Мадина, как много туристов посещает вот этот вот музей? У нас очень много туристов бывает, особенно летом. Мимо нашего музея можно рассматривать весь комплекс, он очень красивый. Туристы из разных уголков мира, которые приезжают сюда, с удовольствием оставляют приятные отзывы о своих впечатлениях. Спускаясь к старинной башне, я увидела замечательных животных, и почему-то мне в голову сразу пришли строки этой песни. Мы бедные овечки, никто нас не пасет. Хоть здесь и очень крутой спуск, но красота окрестностей манит и манит меня к себе. В селе Ведучи, помимо горнолыжного курорта, также находится старинная башня, которую может посетить каждый любопытный турист. Мне очень повезло, на пути к башне встретила местных жителей. Сейчас мы у них узнаем подробнее об этом сооружении. Эта башня раньше это был рабовладельческий строй. Крали людей, жить не давали. Поэтому сначала строили башни. Эти башни есть сигнальные, есть жилые. Жилые башни строили, чтобы оттуда семью не крали и не воровали. А эти башни сигнальные называют. Наверху вы видели дыру? Оттуда они сжигали костер, пустили дым, чтобы рядом стоящие такие же башни, есть здесь несколько, 180 башни в Итумкалинском районе, боевых башни, эти сигнальные башни. Они передавали друг другу, когда вот идет сила, короче, война, люди идут, чтобы забрать детей, семью, там этих рабов, чтобы забрать, им надо было разрушить эту башню. Поэтому специально они передавали друг другу, разжигали костер, пустили дым и знали соседи, что идет там эта огромная сила. Его надо не с руками, ломами, кувалдами долбить башню. И угол срезают, потом вытаскивали людей. Пообщавшись с Кюри, я узнала истинное предназначение башен. И теперь я отправляюсь к мечети, где мы договорились встретиться с Виктором. Как тут красиво! Да, я просто мечтаю здесь покататься. О, Денис приехал! Привет! Привет, Денис! Где цветы? Нет Привет! цветов. А где же горнолыжный курорт? Ну ты слишком рано приехал, ну все строится. Так что, Настя не покаталась на лыжах? Ну, ничего страшного, это будет отличным поводом вернуться сюда еще раз. Поддерживаю. Гулять? Гулять. Удивительные горные пейзажи и чистый воздух еще больше вдохновляют нас на активную прогулку. Ребята, а вы давно играли в снежки? 300 лет тому назад. Ну, радуйтесь! Кавказский народ очень гостеприимный, и мы прочувствовали это на себе. После веселой прогулки нас пригласили на вкуснейший обед. За чаепитием состоялась интересная и позитивная беседа. Попробовали мы и полезный домашний мед. У хозяина во дворе есть собственная пасека. Я хотел посмотреть, как трудятся пчелы, но не стал нарушать их зимний крепкий сон.
Набравшись сил и энергии, мы продолжили свое путешествие. Курорт оставил массу положительных эмоций и прекрасных воспоминаний. Мы сюда и вернемся непременно. На выезде из Ведучи это именно то место, где каждый турист может остановиться здесь, помолиться, переночевать и набраться сил для дальнейшего своего путешествия. Сегодня на нашей карте мы отмечаем место Ведучи. С вами была передача 3D Турист. Ощути отдых в полном объеме!